Продвижение широкого международного признания нашей страны, расширение международных связей, установление зарубежных контактов, укрепление союзнических отношений и стратегического партнерства с Российской Федерацией – наиболее ключевые направления внешней политики Абхазии. Стоит отметить, что в уходящем году МИДом велась активная работа по укреплению, насыщению российско-абхазских отношений в различных сферах. В частности, в рамках этого взаимодействия состоялся официальный визит министра иностранных дел Дауракови в Российскую Федерацию, где прошла встреча с Сергеем Лавровым. Одним из важных этапов в плане расширения международных связей стал официальный визит абхазской делегации во главе с президентом в Боливарианскую республику Венесуэла. Визит был организован по приглашению венесуэльской стороны и был приурочен к вступлению в должность президента Николаса Мадуро. В ходе этого визита президент Абхазии Рауль Хаджимба провел встречи на высшем уровне со своим венесуэльским коллегой, а также с главами других латиноамериканских государств, которые также присутствовали на церемонии инаугурации президента Венесуэлы. Еще одним важнейшим направлением внешней политики является содействие в обеспечении мира и безопасности в Кавказском регионе, а именно активное участие в международных женевских дискуссиях, которые являются единственной международной площадкой, играющей позитивную роль для постановки и международного обсуждения важных для абхазской стороны вопросов. Основной задачей женевских дискуссий в соответствии с 6-м пунктом соглашения Медведева-Саркози является обеспечение международных гарантий безопасности для развития Абхазии и Южной Осетии. Правовой основой для обеспечения этих международных гарантий является согласование и подписание дальнейшего документа о неприменении силы. Долгие годы ведется работа в рамках Женевы, работа, направленная на согласование текста этого документа, но, к сожалению, из-за деструктивной позиции грузинской стороны, а также ее американских партнеров, нам долгие годы не удается прийти к общему знаменателю и прийти к согласию в вопросе этого документа. Тем не менее, женевская площадка, женевский формат является для нас, для абхазской стороны, очень важным форматом, который позволяет абхазской стороне наравне участвовать в этом процессе наряду с другими крупными странами и международными организациями, такими как ЕС, ООН и ОБСЕ. В 2019 году продолжалась активная работа по линии посольств и представительств Абхазии в зарубежных странах, в Российской Федерации, Южной Осетии, в Республике Венесуэла и в ряде европейских стран. В этом году был создан институт почетного консула в Республике Арцах, то есть мы учредили подобную должность, и у нас состоялся обмен почетными консулами с Республикой Арцах. У нас также ведет активную работу представительство Республики Абхазия в Турецкой Республике. Наше представительство находится в активном взаимодействии с представителями нашей диаспоры. Вы знаете, что там в Турции есть ряд организаций диаспоральных, с которыми наше представительство активно сотрудничает. Плюс предпринимаются определенные попытки для того, чтобы наладить сотрудничество с официальными турецкими властями. Эта работа ведется, и я думаю, что в ближайшее время мы сможем доложить о каких-то там позитивных результатах этой работы. На вопрос, возможно ли в следующем году открытие новых диппредставительств в зарубежных странах, Ираклий Тужба сообщил, что существуют некоторые наработки, о которых говорить пока не стоит в свете того, что так называемая дипломатия заингурских соседей предпринимает серьезные усилия по противодействию любых попыток Абхазии наладить отношения с теми или иными зарубежными странами. Однако, несмотря на это, МИД и впредь намерена руководствоваться национальными интересами, ведя активную работу по продвижению позитивного внешнеполитического имиджа страны за ее пределами. Алиса Шамба, Ильдар Дамиров, Абхазское телевидение.